Когда им уже хватит денег? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Таджикистан вновь пытается влезть в кредиты. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Власти Таджикистана сделали очередную попытку для получения льготного кредита Международного валютного фонда в рамках программы «Расширенный кредитный механизм». Возможности привлечения финансовой поддержки для осуществления новой программы экономических реформ были обсуждены на встрече главы Национального банка Таджикистана Хакима Халикзода и министра финансов Таджикистана Файзиддина Кахарзода с директором фонда Кристалиной Георгиевой 3 июля в швейцарском городе Бадрагац, где проходит ежегодное совещание группы электората МВФ, сообщает пресс-служба. Расширенный кредитный механизм является главным инструментом МВФ для среднесрочной поддержки стран с низкими доходами, испытывающих длительные трудности с урегулированием платежного баланса. Власти заявляют, якобы данные средства привлекаются для реализации государственных инвестиционных проектов, которые будут направлены на нужды населения. Напомним, что за последние 3 года государственный долг Таджикистана начал расти быстрыми темпами. Финансирование в рамках данного механизма осуществляется под 0% ставку с льготным периодом в 5,5 лет и сроком погашения в 10 лет. Отмечается, что таджикская сторона также выступила с предложением о необходимости возобновления позиции постоянного представителя МВФ в Таджикистане и выразила надежду, что данный вопрос будет поддержан руководством фонда. Таким образом, уже на протяжении нескольких лет режим Таджикистана при утверждении ежегодного госбюджета возлагает надежды на предполагаемое получение кредитов и различных грантов, не думая, каким образом будут погашаться эти долги. Ведь именно посредством кредитов и продажи недр Таджикистана режиму удается маскировать как свою полную несостоятельность в плане экономической политики, так и длящееся уже более 25 лет перманентное ограбление государственной казны. Дело в том, что в 2020 году после окончания срока очередного представителя МВФ для Таджикистана и Узбекистана был определен один постоянный представитель с дислокацией в Ташкенте. Как вы относитесь к тому, что наше правительство опять пытается получить кредит? Ведь у нас их и так много, и население с каждым годом живет все хуже и хуже. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы к этому относитесь. Также правительство Таджикистана поручило соответствующим ведомствам республики ускорить процесс согласования и привлечения кредита МВФ. Данный вопрос является одним из пунктов антикризисной программы правительства Республики Таджикистан, которая была принята в марте этого года. Переговоры по привлечению льготного кредита МВФ начались в октябре 2015 года. Однако в 2020 году они были приостановлены из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19. Летом прошлого года Национальный банк Таджикистана сообщил о возобновлении этих переговоров. Возможности запуска программы обсуждались на встречах с представителями МВФ. Срок действия предыдущей 3-летней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше 160 миллионов долларов, завершился еще в июле 2012 года. В рамках новой программы первоначально планировалось привлечение льготного кредита в размере 500 миллионов долларов. Позже говорилось о 300 миллионов. Эти средства, по данным Национального банка Таджикистана, планируется направить на поддержку макроэкономической и финансовой стабильности платежного баланса и устойчивости международных резервов страны. А как вы думаете, целесообразно это делать или нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы относитесь к тому, что правительство загоняет в себя все больше долги? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!